Тема дня, которую мы обсуждаем сейчас в этом эфире, протесты в Беларуси. Шанс ли это для возвращения Крыма? И вот эту тему мы сейчас раскроем, скажем вам по секрету, почему же мы решили говорить об этом. Я должна сказать, что, безусловно, в эфире нашей радиостанции и СМИ, которые связаны с Радио Свобода, они освещают очень тщательно все происходящее. Это, во-первых, Белорусская служба Радио Свобода, потом телеканал «Настоящее время». Некоторые из программ мы крутим в эфире радио «Крым Реалии». Я думаю, что наш постоянный слушатель об этом знает. И, конечно же, весь, ну, там сказать, весь мир прикован к Беларуси. С одной стороны, да, с другой нет. По реакции международных разных заявлений видно, что все-таки следят тщательно за тем, что происходит в Беларуси. Я напомню, что в Минске и в других городах страны продолжаются протесты. С вечера 9 августа люди протестуют против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава Беларуси, или уже не действующий, уже по-разному его называют, Александр Лукашенко. Протестующие заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы, и 80% Александр Лукашенко набрать поддержки никак не мог. Все эти дни мы видели, как разворачиваются события в стране. Нужно сказать, что есть уже реакция международная реакция. Вот, например, МИД Великобритании, то есть Министерство иностранных дел Великобритании, Канады, Ирландии, других стран объявили, что не признают результаты выборов. А министры иностранных дел Евросоюза после разгона протестов силовиками ввели новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси. Нужно сказать, что с каждым днем поступает все больше свидетельств о том, как страдали люди, когда их силовики белорусские выхватывали, задерживали. Многие сейчас еще продолжают находиться в СИЗО. И просто все, что мы успеваем, журналисты, общественность, обрабатывать эту всю информацию, слышать эти свидетельства о том, как это происходило. Да? С другой стороны, мы, конечно же, слышим и не можем не слышать точку зрения Александра Лукашенко и его окружения, которые во всей истории, ну, можно сказать, держатся на плаву, никуда уходить не собираются. И это для многих экспертов, для очевидцев, для белорусов очевидно, хотя те лозунги, которые слышны на мирных протестах по всей Беларуси, они, конечно, уж никак не одобряют это нежелание Александра Лукашенко уходить. Итак, мы сейчас с вами поговорим об этом, обо всем. Мы поговорим о том, все-таки имеет ли значение происходящее в Беларуси для Крыма, может ли как-то это повлиять на ситуацию с Крымом, но сначала хочется подробнее узнать, что же на данный момент, как можно описать ситуацию происходящего в Беларуси. С нами на связи журналист Белорусской службы Радио Свобода Игорь Корней. Игорь, приветствую вас. Да, добрый день. Прекрасно, вы по скайпу с видео. Игорь, нужно сказать, что, конечно, особо любопытным, кто интересуется, могут зайти на службу Белорусской службы Радио Свобода, прочитать там все, послушать. Можно понять основную информацию, уж точно для украиноязычных это точно возможно. Но на самом деле хочется спросить, на данный момент, как бы вы вот описали, я понимаю, что часть просто наших слушателей, они в своих проблемах, может быть, знаете, выдергивают какие-то новости из там российских СМИ, которые в Крыму транслируются, да, или как-то вот обрубки буквально новостей до них долетают. Но как вы можете вот на сегодняшний момент объяснить, что происходит в Беларуси? Кто в главе государства, да, кто у власти и что делают люди на улицах? Ну, надо сказать, что ситуация немного успокоилась по сравнению с первыми днями, вот после 9 августа, когда состоялись выборы и были массовые акции протеста, с огромным количеством задержанных, избитых, ну, просто не поддается никакому осмыслению действия, садистские, просто зверства со стороны ОМОНа. Сейчас ОМОНа на улицах практически нету, потому что отношения соответствующие, то есть как часть социума, эта силовая служба вообще не рассматривается, несмотря на то, что вот Александр Лукашенко буквально вчера наградил 300 сотрудников спецподразделений медалями, грамотами и тому подобное. Ну, сейчас, как я уже говорил, немножко все стабилизировалось и успокоилось. Как ни странно, Лукашенко, ну вот, можно сказать, очнулся и начал проводить агитацию за себя. То есть не до выборов, а после выборов. Когда уже ситуация дошла до такого состояния,
что за него действительно никто не выходил, никакие силы его не поддерживали. И вот эти 80% они абсолютно нарисованы, это было уже понятно даже, наверное, его сторонникам, начали таким административным методом с привлечением такого сумасшедшего ресурса организовывать митинги, демонстрации, шествия в поддержку Александра Лукашенко. Ну, фактически это означает, что с регионов в основном свозят автобусами в Минск вот этих так называемых сторонников, потому что в Минске собрать этих людей практически невозможно. Ну вот я думаю, что многие, наверное, видели в интернете марш протеста, такой марш свободы, его назвали 200-тысячный, там разные оценки, говорят даже может и больше. Люди, которые вышли абсолютно добровольно за новые перемены, против власти. Сейчас активность есть, но она такая локальная. В разных городах выходят. В Минске практически каждый день люди собираются на центральных площадях, возле изоляторов временного содержания, возле тюрем, где содержатся активисты, которых арестовали по уголовным делам, по административным. Вот там собираются люди и требуют их выпустить. Каждый день буквально новые обращения, заявления со стороны самых разных людей. То есть и ученые, и спортсмены, и люди искусства присоединяются, требуют требования политические. Раньше, в принципе, такого в Беларуси даже сложно было представить. Первый пункт – это фактически у каждой группы уход с должности Александра Лукашенко, под суд всю Центральную избирательную комиссию во главе с Лидией Ермошиной, которая вот уже 5 выборов подряд практически рисует одинаковые цифры, ничем абсолютно не подтвержденные. Ну и все остальное, как по графику практически одному и тому же. Освобождение политзаключенных, расформирование сил ОМОНа, отставка силовых министров, которые допустили до такого состояния вообще все общество в Беларуси. Вот. Поэтому, ну вот, есть немножко забастовки, скажем так, они не активные, но во главе пока стоит такое самое основное предприятие, наверное, валютоприносящее, это Беларусь-Калий. Также присоединяются, но, в общем-то, не активно, потому что идет шантаж, устрашение работников, запугивают, что сегодня вы останетесь без работы и без средств к существованию. Ну, в принципе, это не так. Организованы фонды, и вот на первых порах за несколько дней буквально собрали $1 миллион для тех, кто пострадает, кто будет уволен. И вот эти деньги будут распределяться, и они поступают, и уже предприниматели присоединяются. И вот, ну, такие фонды поддержки на первых этапах есть. Я напомню нашим радиослушателям, что общаемся мы с Игорем Корнеем, журналистом белорусской службы «Радио Свобода». Игорь, у нас есть звоночек от слушателя. Давайте послушаем, кто же нам дозвонился, с каким вопросом или комментарием. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь, если можете, ваш вопрос или комментарий. Здравствуйте, уважаемая Екатерина Клеть и все слушатели радио Кремляне на 648 килогерц. Это Александр из соседней России, то бишь из Москвы. И хочу уважаемому корреспонденту радио Свобода белорусскому задать такой вопрос. Кстати, и белорусскую радио Свободу, кому интересно, могут слушать на 1386 килогерц. Но это так. А вопрос такой хочу задать уважаемому журналисту. Вот скажите, пожалуйста, какое развитие вы вообще всего это видите, то, что происходит сегодня в Беларуси? Потому что вот у нас здесь, в Москве, некоторые говорят, что это уже политический труп, а некоторые говорят, что еще подождите, еще не все слилось. Например, это говорит тот же самый Роман Самбалюк, который журналист агентства «Униан» в Украине. Вот какой у вас там взгляд? Что ждет вообще Беларуси? И самое главное, что ждет, если это подвести к Украине? Вот, потому что самое важное это для Украины. Границы, имею в виду, потому что мы знаем, что происходит и в Украине, и знаем, чего хочет Россия. Вот. Вам заранее за ответ спасибо, а вы, как всегда, Екатерина Клеть, прекрасно.
Спасибо, Александр, спасибо. Комплимент для всего радиостанции «Радио Крым Реалии» мы приняли. Да, я бы сказала, что дальше мы, конечно, будем о вопросе, о украинском вопросе во всей истории говорить с другими экспертами. А сейчас действительно хочется, вот я тоже хотела этот вопрос задать, на самом деле, вам. Что же, напомню еще раз, что у нас Игорь Корней, журналист Белорусской службы «Радио Свобода» на связи. Что же дальше? Потому что я слушаю многих экспертов, которые в разных эфирах высказывают свое мнение. Сначала как-то все-таки не верилось, что что-то может измениться. Потом как-то я смотрю, что менялось мнение, все-таки надежда появлялась. У протестующих, понятное дело, что если бы не было надежды, никто бы на улицу, наверное, не выходил, да, поэтому люди излучают, в принципе, уверенность в своей правоте. Вот если их послушать, там вот эти все видео, интервью, да, которые может каждый желающий найти в интернете при желании. Какие у вас ощущения и, может быть, ощущения также от общения с белорусами, с родными, с близкими, может быть, с друзьями, с людьми на улицах? Все-таки победа будет за Лукашенко или победа будет за народом? Ну, здесь такие волнообразные настроения. Эйфория сменяется такой депрессией, в том числе, когда вот люди вышли, вот огромное количество 16 августа, казалось, что вот-вот уже этот режим падет, но координации элементарной нету. То есть люди вышли, собрались, дальше что делать? Вопрос остается таким достаточно открытым. Ну, люди пытаются скоординироваться. У нас есть координационный совет числа сторонников Светланы Тихановской. Она была основным оппонентом Александра Лукашенко на выборах. И сама Светлана, в связи с угрозами и ей, и ее семье, выехала. Сейчас она находится в Литве. Там она заявила 14 августа о создании вот этого именно координационного совета, который будет помогать в деле трансфера власти. Никто не исключает и повторного участия в выборах того же Александра Лукашенко, потому что это записано действующей конституцией, которую он под себя, грубо выражаясь, перелопатил, позволив себе избираться неограниченное количество раз. Но, с другой стороны, вот сегодня в отношении Координационного совета Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, причем по такой суровой статье «Попытка захвата власти». То есть, как будут развиваться события, возможно, завтра из числа инициаторов этого совета, членов Объединенного избирательного штаба, а это в основном люди, которые пришли после того, как был посажен в тюрьму Виктор Бабарико, это тоже претендент на высший пост, его нейтрализовали еще в июне. Валерий Цепкало, это второй претендент, ему не засчитали там почти 150 тысяч голосов. И вот эти люди, они пытаются мирным путем как-то показать власти, что она, мягко выражаясь, не права, приписав себе такое вот огромное количество голосов, потому что вот сейчас действует такая платформа «Голос». Люди, которые приходили на голосование, они фотографировали бюллетени свои, которые заполняли, и отсылали на эту платформу. И когда по итогам участковые комиссии начинают вот сейчас обнародовать данные, в некоторых местах 10-20 раз разбежки, то есть все с ног на голову перевернуто, голоса отдаются Лукашенко, Тихановской там 100-200, арифметическая погрешность, все остальное туда. Хотя документальные свидетельства как раз об обратном, что Тихановская набирала бешеное количество голосов, чтобы проголосовать первый раз за всю историю президентских выборов. Люди стояли по 6, а то и 8 часов в очередях, чтобы отдать голоса. И это были не сторонники Лукашенко. Мы во время опросов это, в принципе, узнали во время вот этих вокс-попов. Вот. Поэтому, что будет дальше? У Лукашенко есть формально законы, которые... тот же Центр избирком, да, он обнародовал 80% за Лукашенко. Он руководствуется избирательным кодексом. Все остальные структуры, суды, там, прокуратура и так далее, они это все узаконили. То есть уже и бюллетени сожгли. То есть даже пересчитать сейчас все сложно. Они все сейчас вот находят обгоревшие останки в кочегарках где-то, в котельных и приносят неравнодушные люди.
Вот, Ну, поэтому я думаю, что сражаться на уровне закона сложно. Да. кто интересуется, Игорь, еще этой темой, были же опубликованы аудиозаписи разговоров членов комиссии, я уже не помню, это, может, вы подскажете, в каком городе, да, там, где к ним пришел чиновник и говорил, что вот как это вы посчитали, что не хотели некоторые главы комиссии подписывать, и их заставляли. В общем, на самом деле, такие вещи, которые попали уже в общественное такое пространство, в интернете, они вызывают очень много вопросов. Но смотрите, тем не менее, на минувших выходных мы видели с вами выступление Александра Лукашенко в Минске, где, конечно, он не заявлял о том, что готов идти на какие-то перевыборы и о том, что он признает какие-то фальсификации, наоборот, сказал, как это можно 80% поддержки фальсифицировать. А вот 19 августа Лукашенко отдал распоряжение, например, МВД не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске. И далее цитата: «В Минске не должно быть больше никаких беспорядков, люди устали, люди требуют мира и тишины», цитирует госагентство Белта, поручение, данное ведомством по результатам очередного заседания Совета Безопасности, вот, который прошел вчера. Но и на самом деле, что также вот Центральная избирательная комиссия пока вот говорит, что инаугурация состоится в течение 2 месяцев, да, и вот еще одна цитата: «Слушайте, Лукашенко, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране, и мы эту спокойную страну должны им вернуть». Вот как вы скажете, что сейчас делает, я опять же уже боюсь иногда сказать, потому что начинают писать, что не власть, нелегитимная оппозиция в Беларуси, и люди митингующие говорят, что это нелегитимная власть, поэтому Александр Лукашенко, я так вот буду просто имя, фамилию называть, его окружение, что там, какие вот планы, как это выглядит со стороны, то есть порядок ли в каких-то там сферах, которые вроде как не касаются напрямую выборов и прочее, то есть если какие-то, на ваш взгляд, тенденции к тому, что Александр Лукашенко власть эту теряет? Ну, Александр Лукашенко, во-первых, надо признать, что он всегда почти говорит, что посиневшими пальцами за власть держаться не буду, и если вы от меня устали, я уйду. Но, в принципе, делает он все по-белорусски, скажем, с докладностью наоборот, да. Вот. Сейчас он видит провокации, внешне. И говорит, что это чуть ли не такая мировая закулиса придумала заговор, чтобы его сковырнуть. И вот силами местных тут оппозиционеров, хотя в данной кампании оппозиция практически никак не задействована, это абсолютно такое народное движение. Вот. И сейчас он говорит, что это то рука Польши, то рука Чехии, то и Украину тут приплетает. И, в принципе, на начальных этапах и Россия тоже фигурировала. Особенно, когда вот были захвачены 30 так называемых вагнеровцев, и в итоге тихо их отдали. И хотя грозили, что все-таки передадут Украине. Вот. Поэтому сейчас здесь такая внутренняя картинка разыгрывается, что мы страну не отдадим ни под какими внешними таким давлением. И вот с сегодняшнего дня начинаются, например, тут большие военные учения на Гродненском направлении, то есть весь Гродненский регион, который граничит с Польшей, частично с Литвой, он превращен в такую зону больших военных маневров. И там отрабатывается уже такая операция по вторжению в Беларусь и так далее. То есть это, дает право ему развязывать руки, в том числе, что если вот вторжение будет с внешних границ, то, наверное, тут кто-то будет это поддерживать. Поэтому, военные приведены в такую повышенную боевую готовность, поскольку ОМОН ушел с улиц, потому что, его тут, в принципе, терпеть уже никто не собирается. Вот. Что касается легитимности власти, естественно, сторонники Лукашенко, которые, таким административным способом собираются, они, естественно, называют его и президентом, и батькой, и, всякими такими высокопарными вещами. Оппоненты не признают его, поэтому и была создана вот эта координационная рада, чтобы мирным образом передать власть уже даже не какому-то конкретному человеку, а группе лиц, которая, возможно, будет или переписывать Конституцию, или вернется к Конституции 1994 года, по которой Лукашенко баллотировался, и там было написано напрямую, что не более чем на 2 срока.
Вот. Но если вот сейчас эта Координационная Рада будет фактически упразднена, или, возможно, там уголовные дела будут на ее представителей заведены, то механизм превращается, ну, такой загадочный. Лукашенко, ну, немножко как бы воспрял духом, потому что был момент, что казалось, ну, действительно, ничего не поможет ему, когда он приехал на Минский завод колесных тягачей, его практически там, ну, обсвистали, встретили сразу же криками «Уходи!». И это, ну, предприятие, на которое он очень надеялся, оно стратегическое, оно находится в военной отрасли, работает с военно-промышленным комплексом России. И один, когда из рабочих сказал: «Офицер, застрелись», потому что Лукашенко перед этим сказал, что только убить его можно, и тогда рассчитывать, что будут новые выборы, что ни на какие выборы он не согласен. Есть 80% Центра избиркома, все узаконено, и он легитимный президент. То есть он от своей власти не откажется, потому что он знает, что за ним тянется шлейф таких сомнительных дел, и, скорее всего, просто так из воды он не выйдет без всякого там наказания и так далее. Поэтому это, опять же, вопрос его безопасности, а безопасность — это остаться, по крайней мере, на ближайшие 5 лет. Я думаю, что вы помните прекрасно, вот когда Лукашенко после всех событий впервые вышел, в воскресенье, по-моему, это было, он же говорил в своей речи, что даже после смерти он не позволит. То есть, на самом деле, там и такие выражения звучали, что вот даже после смерти он все равно будет контролировать, что происходит, и не позволить развалить страну и прочее, прочее. У меня к вам, Игорь, такой вопрос напоследок. Что будет дальше? То есть, даже с точки зрения людей митингующих, которые вышли на улицы, продолжают это делать, то есть, какие ожидания, что Лукашенко скажет: окей, я ухожу, Тихановская приедет и будет инаугурация ее, или все-таки это какие-то перевыборы, к которым будут допущены люди, которые там, может, международные наблюдатели, которые все честно подсчитают, на которых, как вы говорите, не исключено, что мог бы в которых принять участие сам Александр Лукашенко. То есть какие вот варианты развития событий, потому что, насколько я поняла из тех свидетельств людей, которые выступают в эфире телеканала «Настоящее время», в эфирах белорусской службы радио «Свобода», в тех роликах, то людям будет недостаточно, если выпустят, например, из СИЗО всех политзаключенных, да, и даже если там пару ОМОНовцев под суд поставят, людям тоже этого будет недостаточно. Лукашенко продолжают кричать: «Уходи». Естественно, да. Ну, здесь, наверное, немного не хватает белорусам такой решимости, в отличие от украинцев там, или грузин, или армян. Ну, в принципе, везде завоевывали свою свободу, ну, скажем так, на баррикадах. В Беларуси пока это все мирно проистекает, и, наверное, так и будет. Ну, то есть, даже несмотря на, вот, на этот дикий садизм, который вот ОМОН продемонстрировал, фактически, ну, не было, скажем так, там, поджигания шин или бросания коктейлей Молотова, были какие-то там эпизодические, там, 2-3, наверное, случая, и то власть даже пытается из этого извлечь какую-то пользу. Не успела там первая бутылка полететь с этой смесью, как сразу же они придумали, что вот один первый самый погибший, который был во время противостояния, сам взорвался. То есть у него в руках взорвалось какое-то непонятное устройство, и вот на этом основании даже МВД первое сообщило, что о первой жертве. Хотя потом на видеокадрах видно, что стреляют направленно в человека со стороны ОМОНа. Ну вот на нынешний момент уже 3 жертвы есть, скорее всего не последняя, и очень много пропавших без вести, около полусотни, о судьбе которых ничего не известно. Поэтому, наверное, было бы как бы гуманно и в белорусских традициях договариваться мирно, не доводя ситуацию до конфронтации. И, в принципе, вот оппоненты Лукашенко на этом и настаивают, прилагают колоссальные там усилия, чтобы организовать какие-то круглые столы, там, переговорить с представителями власти или там на улице, или в каких-то залах. Но пока это не находит понимания, потому что власть достаточно консервативная, руководят они методами каких-то советских времен, и деятели сами эти, которые и в администрации президента, и на министерских постах, это абсолютно
такие, ну, обидно, наверное, будет, но достаточно ограниченные люди. Вот даже сейчас целый скандал. У нас главный театр драматический имени Янки Купалы. Вот вчера был скандал, уволили директора, люди пришли поддержать. Появился министр культуры, который, ну, фактически там, ну, камня на камне не оставил от своих же подчиненных. Сегодня в театре никого нету, там введены силовики. Сотрудники театра не могут даже внутрь войти. Это не один случай, их будет все больше и больше. Вот, поэтому сложно сказать, каким образом вот две стороны могут договориться. Одна хочет, вторая отвергает. Второй даже, ну, вот, в стороне, будем прямо говорить, а Лукашенко, ну, даже в голову не приходит, что она нелегитимна. То есть они считают, что они занимают свои посты законно, а это все кипиш, как называет Лукашенко, которые подняли кукловоды где-то там с ближнего зарубежья. Поэтому как с ними договариваться? Кардинально разные события. Действительно, предсказать что-то очень сложно. Мы уже 2 недели наблюдаем за тем, что непредсказуемы все события, да, и когда силовики выходят на улицу, разгоняют людей, и когда силовики уходят потом с улицы, люди вроде как спокойно могут митинговать. Ну, спокойно это так, практически, да, по сравнению с тем, что было. Все же познается в сравнении. Будем следить за ситуацией. Вам огромное спасибо за то, что нашли время включиться к нам в эфир и рассказать, что происходит в Беларуси сегодня. Напомню, что мы общались с Игорем Корнеем, журналистом белорусской службы «Радио Свобода». И тут еще нужно сказать, что Лукашенко, он привел войска в боевую готовность из-за внешней угрозы, якобы так он это называет, переназначил правительство Беларуси, объяснил старым новым министрам, с кем надо бороться, и среди, вот в перечне в этом Координационный совет оппозиции, потому что они, по словам Лукашенко, черносотенцы, финансируемые Западом. И призывающих к забастовкам он сравнил с гестапо и пообещал с ними разобраться. МВД и КГБ получили распоряжение не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске. И против 60 с лишним человек возбуждены уголовные дела об участии и организации беспорядков. Среди этих людей в этом списке есть активисты штаба Бабарика. В общем, ситуация вот такая, неоднозначная. И тут вот, наконец-то, в комментариях пишут: вы же радио Крым Реали, где про Крым? А про Крым вот здесь и сейчас. Потому что на самом деле, безусловно, в украинском политикуме, в украинском экспертном сообществе, в интернете обсуждается эта тема. Украинцы действительно тщательно следят за тем, что происходит в Беларуси. Это видно, вы знаете, по просмотрам даже вот таких тем, которые делает там украинская служба «Радио Свобода». Настоящее время, например, да, люди смотрят стримы, сюжеты, особенно в первую неделю всех событий. Ну и вот интересным мнением в своих соцсетях поделился Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Он написал в Фейсбуке о том, что ситуация в Беларуси может стать шансом для Украины в восстановлении территориальной целостности страны, включая Крым. Что же имеет в виду Рифат Чубаров, мы сейчас узнаем прямо от него. Он с нами на связи, даже по видеосвязи, по скайпу. Рифат Ака, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, раскройте для тех, кто, может быть, не видел ваш пост, не подписан на вас в Фейсбуке. Что вы имеете в виду? Какой шанс у Украины сейчас есть? Действительно, буквально первые дни, когда сотни тысяч белорусов вышли на улицы разных городов, включая и Минск, и в первую очередь Минск, для того, чтобы высказать протест по поводу украденных у них голосов и выразить свое отношение к состоявшимся вот таким очень сфальсифицированным выборам. Тогда было очевидно о том, что наиболее внимательно за всеми событиями Белоруссии следят в России, а если быть точнее, в Кремле. Потому что от того, как ситуация будет развиваться в Беларуси, очень много зависит, собственно, самой России, и зависит расстановка сил в Европе, и может быть кардинальное изменение после 2014 года. Я тогда исходил, и сегодня я так думаю, что не исключено очень такое заметное вмешательство России
те процессы, которые сейчас происходят в Беларуси. Но заметно имеется в виду такой способ, который будет очевиден, что речь идет о прямом вмешательстве. Возможно, это будут не колонны войск, там тяжелой техники, как мы наблюдали в конце февраля, в начале марта 2014 года в Крыму, но, тем не менее, это сотрудники спецслужб, аресты. И в любом случае вот такое заметное вмешательство России, оно приведет к некой реакции Запада, если хотите, объединенного Запада. Это страны Европейского Союза, а также Канада, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. И для того, чтобы вот реакция объединенного Запада, она не ограничивалась лишь выражением обеспокоенности, так как это снова же было в марте, в апреле и последующие месяцы в отношении Крыма, в отношении войны, которая с поддержкой России была развязана на Донбассе, я и высказался в том, что именно Украина сейчас должна была бы подготовить пакет предложений для того, чтобы наконец-то остановить расширение внешней агрессии со стороны Российской Федерации, имея в виду, чтобы остановить ее агрессию не только лишь в Белоруссии и по отношению к Белоруссии, но и, в общем-то, заставить наконец-то Россию полностью возвратиться в рамки международного права и говорить о восстановлении территориальной целостности Грузии, Молдавии и Украины. Это я назвал все те страны, где причиной их, причиной оккупации части их территории или создания каких-то образований с непонятным статусом является Москва. То есть мне представляется сегодня, что мы должны сейчас для того, чтобы остановить агрессию России в отношении соседних государств, в частности Белоруссии, мы должны здесь послужить локомотивом выработки тех предложений, вокруг которых бы объединился Запад. Как вы думаете, вот та позиция Украины, потому что это важный момент, многие ожидали еще в самом начале событий в Беларуси, что же скажет Украина, что же скажет Владимир Зеленский, и Владимир Зеленский призвал все-таки к тому, чтобы стороны договаривались, и в своем заявлении поддержал протестующих, да. Мы уже слышали реакцию от самого Александра Лукашенко, который нелестно отозвался, что вот, мол, и Украина наша вроде как любимая страна, а все туда же, со странами Запада, в общем, пошла в критику. А как мы знаем, еще раз напомню, что Александр Лукашенко главным вот врагом, если можно так выразиться, считает страны Запада, что вот опасность как раз исходит не от границ, которые вот соседствуют, да, там Литва, Польша, но никак не от России. Что в позиции Украины на данный момент вы бы подкорректировали, а что считаете очень удачным таким балансом, потому что мы знаем, что вот и те Минские соглашения, и переговорная группа, которая вроде как в Минске встречалась, да, и Александр Лукашенко в какой-то момент был даже посредником, получается, между Европой, Украиной и Россией. И что бы вы добавили, может быть, в позицию Владимира Зеленского или в позицию МИД Украины по тому, что происходит в Беларуси? Если говорить об официальной позиции украинской, то я думаю, что она не может быть более радикальнее, чем, скажем, требования и действия, собственно, белорусской оппозиции, белорусского народа. Но не может быть так, что, собственно, сам народ, который жаждет изменений, который вышел на улицы для того, чтобы добиться этих изменений, он не знает, что делать, а ему кто-то извне говорит, как государство, да, извне могут многие говорить, потому что, по крайней мере, я в своих предложениях конкретно перечисляю те шаги, которые, с моей точки зрения, должен предпринять Объединенный Запад по отношению к России для того, чтобы
Белоруссия избежала прямого вторжения российских войск или такого российского вмешательства, но, конечно, украинское государство, пусть и в лице такой, но институции, как президент, не может, скажем так, выступать с такими предложениями. Но есть одна сфера, где должна быть очень жесткая позиция всех, в том числе и других государств. Это вопросы, связанные с правами человека, вопросы, связанные с жизнью и безопасностью людей. И первые дни протестов в Белоруссии, они давали очень много поводов для того, чтобы такая резкая позиция была высказана не только президентами некоторых европейских стран, но практически всеми странами, включая и украинского президента. Это надо было сделать. Защита прав человека, жизнь и безопасность людей, тогда, когда над ними, над жизнями людей нависает угроза со стороны собственного государства, не является внутренним делом этого государства. Рифат ага, а если такая возможность, что вот как раз из-за таких вот событий в Беларуси, и непонятно, как они будут разворачиваться дальше, все-таки внимание стран Запада будет направлено на вот эту вот горячую ситуацию, да, а к украинскому, к конфликту, который сделала Россия в Украине, в общем-то, все привыкли, все стабильно, уж простите, что так выражаюсь, но на самом деле мы же видим с вами, что из повестки Крым очень часто, надолго уходит, разве что появляются какие-то информационные поводы, какие-то жесткие происшествия, важные, на которые просто уже нельзя не обратить внимания, да, а так, в общем-то, эти старые проблемы, они иногда уходят на второй, третий план, а вот то, что сейчас вот на пике, оно как раз забирает внимание там европейских чиновников, представителей разных стран Запада и прочее. Вот как вы, что вы скажете на это? Я соглашаюсь с вами, и поэтому кто-то всегда должен быть заинтересован в том, чтобы находить взаимосвязь между разными событиями, но которые, скажем так, очень по-разному на них реагирует междунаrodное сообщество, и между многими вот событиями, которые, в том числе и вы сейчас в своем вопросе затронули, эта связь, она очевидна, и поэтому здесь кто-то должен очень честно и четко сказать о том, что невозможно потушить пожар в одной комнате тогда, когда наш общий дом подожжен со всех сторон. И поэтому надо предпринять все действия для того, чтобы потушить этот пожар и защитить весь дом. И с моей точки зрения, вот опять же, украинское государство, именно украинские должностные лица, в первую очередь должны были бы выступить с таким пакетом, которые бы... Я понимаю, что для того, чтобы убедить наших партнеров в необходимости поддержки именно наших предложений, это очень будет трудно, может быть, какой-то в части и в какое-то время невозможно. Но мы не можем по причине того, что нас сразу не поддержат, все время, ну, если не сдавать свои позиции, то, по крайней мере, молчать о своих проблемах, которые, в общем-то, как гангрена, они все больше и больше охватывают целостный механизм, наше государство. И поэтому я и говорил о том, что в числе тех мер, которые должно предпринять международное сообщество вместе с Украиной, должны быть такие меры, которые заставят Россию отойти в рамки международного права, а не просто там, скажем так, ну, чуть-чуть изменить свое поведение и ждать более удобного момента. А Россия очень, как мне представляется, успешно, не только успешно пользуется вот все новыми и новыми событиями, которые возникают. Она создает эти события, она творит эти события для того, чтобы распылить внимание международного сообщества, и не только международного сообщества, но и своего общества российского, да, и нас, украинцев. Сегодня вопрос с отравлением Навального, завтра еще что-то будет ими сотворено, а в это время
каждое российское силовое ведомство успешно выполняет свои задачи. Одни занимают позиции на границах России, готовясь к захвату чужих территорий, другие на оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым, усиливают свои позиции, переселяют своих граждан, вытесняют граждан Украины, наращивают боевые мощности. Поэтому и это все вот то, что вот они поджигают и усиливают огонь, чтобы уничтожить весь этот общеевропейский дом. И поэтому в этой части не надо стыдиться нам, даже первое время нарываясь на, в общем-то, непонимание со стороны международных партнеров, нам не надо стыдиться говорить правду, что уничтожают не только нас, но вместе с нами подбираются к уничтожению наших европейских партнеров. Я бы еще спросила у вас, если есть возможность коротко ответить на этот вопрос, какие это могут быть меры? Что может Путина заставить уйти с оккупированных территорий, не только украинских, как вы вспомнили, да, но Молдовы там и Грузии? Что? Какие это меры? Есть ли у вас ответ на этот вопрос? Я пытаюсь это письменно везде формулировать и пытаюсь это довести. Я перечислю только лишь некоторые. Полное эмбарго на российские природные энергоносители, нефть, газ и производные от них продукты. Эмбарго на год, и Россия сегодня, ее бюджет только этими питается. Это прекращение странами, производителями оборудования, обслуживания того оборудования, которое поставлено на территорию России, используется в разных очень важных для России сферах. Это блокирование иноземных активов государства, то есть правительства Российской Федерации. Это запрет на предоставление внешних кредитов. Но это очень многие действия, которые сегодня Россию просто на самом деле заблокируют от собственных ресурсов, а у нее этих ресурсов нет. Россия, используя свои природные ресурсы, она получает финансовые потоки Запада, и эти потоки использует против того же Запада. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир и поделились своими мыслями на этот счет. Напомню, что мы общались по скайпу с видеосвязью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. И очень важное замечание, интересное. Свои мысли рассказал Рифат в нашем эфире. Дальше хочется немного сказать о том, какая реакция международная. Нужно сказать, что 19 августа лидеры стран Евросоюза встретились по связи, по интернет-связи на экстренном саммите, не признали результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал Минск к мирному завершению кризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен по итогам саммита сообщила, что ЕС введет санкции против причастных к фальсификации результатов выборов и ответственных за насилие по отношению к мирным гражданам. А вот по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов, которые выражают свое недовольство итогами выборов. А в свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий подчеркнул, что никакого внешнего вмешательства в ситуацию в Беларуси быть не должно, однако ЕС должен действовать так, чтобы белорусская экономика была менее зависима от России. Вот так это ответил Моровецкий. Напомню, что Канада, Великобритания, несколько стран ЕС, включая соседние с Беларусью Литву и Польшу, ранее уже не признали результаты выборов в Беларуси в августе. ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем. Напомню, что Александр Лукашенко у власти уже 26 лет. И вот эти вот заверения ЦИК о том, что Лукашенко набрал 80% поддержки голосующих на выборах, они вызвали не то чтобы недоверие, но они вызвали, собственно, и протесты, которые мы все наблюдаем с вами уже 2 недели в Беларуси. Что же с украинской позицией? Из новостей уже давних, еще там в 10-х числах, Украина, Литва и Польша обратились к Лукашенко из-за протестов, которые
из-за людей, которые выходили на эти мирные протесты, да, из-за всей этой ситуации. И вот министры иностранных дел стран Люблинского треугольника обнародовали заявление, и, собственно, они сказали, что обеспокоены ситуацией в Беларуси, и, в общем-то, готовы, собственно, там, призвали отпустить всех, кого задержали, да, напомнили о том, что надо уважать права и свободы человека, и о том, что нужно вот как-то идти к диалогу. Меня сейчас интересует, насколько ли украинская позиция в этом вопросе, а Лукашенко уже в своих выступлениях вспоминал, что вот Украина а-та-та как могла так поступить с нами. Что же Украина сделала не так, или все ли она сделала так? Мы сейчас спросим у украинского политолога. Евгений Магда с нами на связи. Приветствую вас. Добрый вечер. Что вы скажете, как себя ведет Украина в очень непростой ситуации, да, потому что с Минском дружба сильна. Даже интересный момент. Нашумевшее интервью Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко, которое прошло до выборов и было опубликовано в Ютьюбе до выборов, там же, в общем, и звучало то, что вот в момент этого интервью или перед ним Владимир Зеленский позвонил Александру Лукашенко, они там поговорили о том, о сём. То есть отношения максимально благоприятные. И вот были до выборов. Что же случилось после, и как вы оцениваете позицию Украины по этому вопросу? Ну, по-перше, інтерв'ю Дмитра Гордона з Олександром Лукашенком – це не елемент державної політики, це елемент особистого піару Дмитра Гордона і, відповідно, використання Олександром Лукашенком Дмитра Гордона в власних интересах. Це варто розуміти. Это надо понимать, но просто там это звучало, понимаете, и это звучало, в общем, в таком благоприятном, очень дружеском. Ну, в общем, в тот момент и до заявлений Владимира Зеленского, который сказал, что надо договариваться, и что, в принципе, он там выразил поддержку митингующим, да, в общем-то, отношения нарушены. И мы видим, как Лукашенко отреагировал на это все публично. Ви знаєте, Лукашенко не в перший раз звинувачує Україну в чомусь. І зазвичай це часто достатньо відбувається саме під час президентських кампаній в Білорусі. Якщо ви пригадаєте події 2015 року, коли теж були в Білорусі президентські вибори, то там говорили ледь не про наступ правого сектора на Білорусі, багато чого іншого. Це його звична тактика шукати винних у ближчому зарубіжжі, причому зазвичай в Україні, не в Росії. Але я хочу нагадати, що в серпні 2017 року, 3 роки тому, вкрали українського громадянина на території Білорусі не самі українці, а російські спецслужби. Я кажу про Павла Гриба. Тому я б сказав, що Україна і Білорусь вибудовували, в принципі, прагматичні відносини, взаємовигідні відносини. І те, що товарообіг в минулому році склав біля 5 мільярдів доларів, це достатньо вагома цифра, свідчить про те, що ці відносини, в принципі, виходили у нас. Але зараз, коли Лукашенко взяв курс, ну, в принципі, я б сказав, на силове придушення протестів, але успіху не досягнув, попри величезні затримання і часом звіряче побиття протестувальників, Україна з одного боку не привітала його, Володимир Зеленський не привітав Лукашенка з перемогою, з іншого боку Україна не повністю солідаризувала з Європейським Союзом, тобто намагалася в своїй заяві, український МЗС з приводу виборів в Білорусі намагався пройти між крапельками. Лукашенко же зі свого боку не лізе за словом в кишеню і Україну звинувачує дуже активно. Він проводить фактично паралельні лінії між Україною, Польщею, Литвою, Латвією, тобто країнами Європейського Союзу, які теж є сусідами Білорусі, і, на думку Лукашенка, активно втручаються у тамтешні внутрішні справи. Ну, така думка, вона знову-таки не нова, не відзначається своєю новизною, і, як на мене, вона теж не має під собою серйозних підстав. А скажите, это хорошо или плохо, вот что позиция такая меж крапельками? Это, как по-вашему, нормально или нет? Или надо было, наоборот, как-то жестче реагировать? Ну, знаєте, для того, щоб реагувати жорсткіше, Україна обрала, в принципі, дипломатично правильний шлях. Після того, як повернули вагнерівців на територію Росії,
попри те, що Україна відправила запит про їхню екстрадицію, бо 28 з 33 брали участь у бойових діях на Донбасі в складі бойовиків, незаконних військових формувань, Україна відкликала для консультацій, це такий дипломатичний крок, відкликала свого посла Ігоря Кизима, дуже досвідченого дипломата, який користується в Мінську повагою, серйозною повагою. Цей крок, я думаю, Білорусь відзначила, і тому Лукашенко почав говорити все більше і більше про Україну. Ви знаєте, з нашої позиції, враховуючи те, що у нас 1000 кілометрів спільного кордону з Білоруссю, діяти більш активно, наступально треба, якщо лише в тому випадку, коли відчуваєш за собою повну 100% правоту. Говорити про те, що зараз у нас, я думаю, що Офіс президента активно впливає на позицію України, ось в якому сенсі. Там бояться втратити Мінськ як майданчик для переговорів між Україною, Росією та ОБСЄ з залученням відповідних учасників з боку так званих ДНР і ЛНР, тому що це дійсно серйозний виклик для України, і зразу переїхати на якийсь інший майданчик не так просто. А на Банковій вбачають, що там може бути досягнутий певний успіх вже найближчим часом, готуються там і до зустрічі радників в нормандському форматі, і ще до багато чого іншого. Тому така скутість позиції, вона, на мою думку, не завжди виграшна, але ситуація в розвитку і нічого, в принципі, не заважає Україні схвалити дії щодо спрощення переїзду сюди тих, хто вважає себе жертвами політичних переслідувань в Білорусі. Нічого не заважає, наприклад, сприяти розвитку IT з білорусами тут. І знову-таки діяти прагматично у сферах військово-технічної співпраці. Тобто, тут якраз Україну за це критикувала, що тут на аграрній виставці побувала білоруська делегація, але з іншого боку, то Україна, я думаю, не може собі дозволити повністю згорнути відносини з Білоруссю. І, до речі, якщо ви побачите і прочитаєте резолюцію Європейської Ради, то там теж не йдеться про повне згортання відносин з Білоруссю. І санкції там мають бути точкові проти тих, хто порушив законодавство, проти тих, хто припускав сваволю проти мирних протестувальників, а не проти всіх білорусів без виключення. Спасибо вам огромное за ваше мнение, за вашу оценку происходящего. Евгений Магда, украинский политолог, обсудил с нами вопросы и протесты в Беларуси. Шанс ли это для возвращения Крыма? Вот так звучит тема нашей программы. Я призываю вас всех оставаться с нами в эфире радио Крым Реалии на 648 АМ. Мы обсуждаем важные актуальные темы. Этот эфир провела для вас я, Катя Некрече. И дальше мы поговорим о культурном мероприятии. Немного надо отдохнуть от политики. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Конечно, каждый раз, когда я говорю, что отдохнуть от политики, это не получается. Она везде и во всех сферах нашей жизни. Это нужно тоже понимать. Дальше мы поговорим о том, как Крымский дом объединяет сердца. Дело в том, что в Киеве 23 августа, а это день флага, кстати, украинского, уже в 4-й раз состоится Крымский Open Air, концерт «Крымский дом объединяет сердца», так он называется. Это все произойдет на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины Пирогова. К сожалению, я понимаю, что многие жители Крыма, которые приезжают иногда, у них получается на эти мероприятия в связи с специфической работой в ограниченном режиме админграницы между Крымом и Херсонщиной, они, конечно, не смогут приехать, но для тех, кто сейчас здесь на материке или, во всяком случае, посмотреть онлайн, что там происходит, это важное событие. С нами сейчас на связи Ахтем Сейтаблаев, директор Крымского дома, украинский режиссер крымско-татарского происхождения. Ахтем, приветствую вас.
Доброго вечера. Что вы можете сказать? Потому что уже анонсы, конечно, есть, достаточно красочные, хочется уже поехать в Пирогово на это мероприятие, но мы помним, что коронавирус. Вот что вы расскажете? Будет ли там пространство, во-первых, для всех желающих отметить этот день вместе с вами, а с другой стороны, что ждет всех, кто придет, приедет на это мероприятие? Да, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, да, действительно, места будет достаточно всем. Не в последнюю очередь такая локация, как Пирогово, была выбрана, и мы, хвала Всевышнему, в очень хороших уже давно взаимоотношениях и с администрацией этого замечательного музея, и сотрудничали с ними и на территории кино, в том числе Испании, Оксаной. Вот. Потом, это очень красивая локация, на самом деле. Это очень содержательная локация, потому что человек, приехавший туда, может насладиться не только, собственно говоря, ландшафтом, он может узнать очень много об истории Украины. Я мечтаю, что когда-нибудь на территории этого музея, в котором бывает очень много людей, в котором бывают люди из разных стран, чтобы было очень яркое и содержательное представительство также и культуры крымских татар. В программа будет достаточно разнообразная. Как вы правильно заметили, в связи с такими драматическими событиями, которые не добавили всем спокойствия, я имею в виду коронавирус и все сопутствующие мероприятия ему, да, невозможность приехать из Крыма или чрезвычайно затруднительная возможность приехать из Крыма, но все же, во-первых, с Крымом мы будем связываться. Слава богу, есть такой инструментарий, да, как интернет, как спутниковая связь. Я очень надеюсь, что все у нас получится, и мы сумеем поприветствовать друг друга, пожелать друг другу здоровья, пожелать друг другу множества хороших событий на фоне всех тех, которые происходят. Вот, сама программа будет состоять из выступлений и джазового трио под руководством Мусейна Бекирова, и из достаточно разнообразной и песенной, и хореографической программой гражданского объединения организации Кримський дом, Кримська сім'я, якщо українською Кримська родина. Ось також будуть виступи ансамблю з Київського інституту культури. Також буде на сцені представлена Лінара Османова. І треба сказати, що на самому початку цього дня, який ми присвячуємо і, власне, святу українського прапору, напередодні Дня Незалежності, також буде дискусія з дуже цікавими особистостями, виходцями із Криму. Я дуже сподіваюся, що і Ольга Духніч, і Павло Казарін зможуть знайти час і доєднатися до нас, тому що розмови з ними, розмови з людьми, які були вимушені у свій час виїхати з Криму, які є дуже професійними людьми, які є професійними журналістами, професійними соціологами, професійними психологами. Люди, які прийдуть на це свято, на самому початку, зможуть почути і щось для себе з'ясувати, як жити, як не здаватися, як вірити в те, що врешті-решт Крим обов'язково повернеться до складу України. Сагал, спасибо вам большое за такое анонсирование. Тут уже точно, конечно, если есть возможность, кто в Киеве или рядом с Киевом приехать, шансов уже нет. После вашего анонса шансов нет не приехать, конечно. Спасибо огромное. На связи по телефону с нами был Ахтем Сейтаблаев, директор Крымского дома, украинский режиссер крымско-татарского происхождения. И мы говорили о том, что будет вот уже через несколько дней. И это Крымский дом объединяет сердца, так называется мероприятие, которое уже в 4-й раз проходит в Киеве. И нужно сказать, что там, конечно, соберутся многие крымчане и переселенцы, и те, которые вот сейчас на материке находятся, кто сможет попасть. Вот такой open air ждет в Музее народной архитектуры и быта Украины Пирогово в столице. Спасибо всем нашим слушателям, зрителям в интернете. Мы ценим то, что вы с нами, мы работаем для вас. Именно для вас, конкретно для тебя и тебя. Радио Крым Реалии, 648 АМ. Эфир для вас провела я, Катя Некречи, и вся наша команда круглосуточно практически работает для того, чтобы вы имели право знать, чтобы вы знали, что происходит в Крыму и в мире. Поэтому оставайтесь с Радио Крым Реалии в любой момент. До встречи.